Коми закрыли 4-й садик с повышенным содержанием в воздухе формальдегида. Работу дошкольного учреждения номер 65 в Сыктывкарском поселке Краснозатонский приостановили на 3 месяца. Республиканская прокуратура и управление Роспотребнадзора провели совместную проверку и обнаружили в воздухе группы номер 9 второго корпуса концентрация опасного вещества превышает норму в 1,5 раза. Однако его источников ревизоры так и не нашли. Остальные детские сады, построенные по этой же технологии, до сих пор не введены в эксплуатацию. Слово Таисии Шляхтиной. Программа по сокращению дефицита мест в детских садах республики, похоже, забуксовала. Новые дошкольные учреждения строят. В последние годы их заметно прибавилось. Однако недавно их начали закрывать одно за другим. Родители забеспокоились. Мой ребенок ходит в 19-й детский сад поселка Краснозатонский. В этом году из-за закрытия детского сада в Максаковке нашу и другую группу сделали резиновой – 32 человека. Насколько я знаю, это не укладывается ни в какие нормы. Дети раздеваются по двое в шкафчике, в спальне, как селедка в бочке. А что говорить об образовательном процессе? Оплатим мы по высшей ставке, потому что у нас не просто детский сад, а центр развития ребенка. 1 сентября пошли в детский сад на Ломоносова, но из-за закрытия детского сада Максаковки и садика на пересечении Судостроительной и Трактовой детей в группах стало больше 30 человек. В раздевалках не хватает места. Утром и вечером там вообще не продохнуть. Когда это кончится? А ведь ничего не предвещало беды. Масштабная стройка в поселке Краснозатонский закончилась в 2011 году. На новый спальный игровой корпус муниципальная казна потратила почти 40 миллионов рублей. Одноэтажное здание возвели из сэндвич-панелей, смущали только сроки. Подрядчик уложился в полгода. Однако спустя несколько лет после ряда других проверок садиком заинтересовался Роспотребнадзор. Оказалось, содержание вредного формальдегида в воздухе превышает норму в 1,5 раза. Выходит, ядовитыми парами дети дышали около 4 лет. В начале сентября прокуратура Сыктывкара возбудила административное производство и направила материалы в суд. Затем работу корпуса номер 2 приостановили на 90 суток. А это торжественное открытие аналогичного корпуса в детском саду номер 117 в Сыктывкаре в прошлом году. Довольное руководство, счастливые дети и взрослые. Тогда учреждение не только обзавелось новым спально-игровым комплексом, но и технически перевооружило пищеблок. Строительство велось за счет федеральных средств с учетом софинансирования из местного бюджета. Новый объект обошелся в 62 миллиона рублей, а проработал меньше года. Опять из-за формальдегида. Всех малышей спешно перевели в первый корпус. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Соседка ходит, девочка, у них там группу летом закрыли. И вот она работает и свою дочку в деревню отвезла бабушки на все лето. А потом мою девочку, мою группу перевели, и моя девочка ходит. Вот, там свои 25, и у них 15. В новом корпусе сейчас намерены установить устройство системы приточно-вытяжной вентиляции. Руководство детсада надеется, что после этого воздух в помещениях станет чище и дети вернутся в группы. Как только она будет установлена, соответственно, возьмут повторные пробы воздуха. Если будет все замечательно, то откроют, надеюсь. Впрочем, первым закрытым из-за формальдегида стал детский сад Усть-Кулома. Спустя год после строительства, в конце 2014-го, тревогу забили родители. Они пожаловались на резкий запах в помещениях и частые болезни детей. Проверка опасения подтвердила, правда, поиск источника не принес результата. Минархстрой Коми даже инициировал независимую экспертизу. Первая проверка показала, что только в части помещений было наличие ПДК. Вторую проверку уже масштабную производили, почти везде нашли превышение, то есть было по ПДК. Третья проверка только в 5 помещениях ПДК, то есть гуляет его концентрация. Самое главное, что непонятен источник, потому что все материалы проверены, что нигде превышения именно по материалам, ни в вате, ни в фанере, ни в других нет превышения. В ближайшее время в садике установят дополнительную вентиляцию, а пока местная администрация собирается провести встречу с обеспокоенными родителями, где попробует объяснить им всю сложность ситуации. Новый детсад был рассчитан на 120 детей. После его закрытия временно устроить удалось только половину. Недавно ситуация повторилась в Сыктывдинском районе. В Сыктывкаре неустроенных в детский сад детей нет. С возникшей проблемой управление дошкольного образования пока справляется. Все ребята устроены в дошкольное образовательное учреждение, в основной корпус преимущественно. И если кто не попал в основной корпус, то направлен в другие дошкольные образовательные учреждения. В республиканском Роспотребнадзоре комментировать происходящее отказались.
В прокуратуре заявили, многочисленные проверки учреждений источника вредного вещества так и не выявили. Впереди исследования по воздухообмену. Если что-то, мебель или строительный материал, содержащий опасное вещество, все же найдут, наказывать будут всех причастных к строительству. Известно, что материалы для всех объектов производил столичный промкомбинат. Административная ответственность уже наступила у образовательных организаций, потому что в силу закона об образовании ответственность за безопасные условия пребывания детей несет именно образовательная организация. Но в зависимости, если мы установим источники, то есть это либо строительные материалы, либо мебель, то меры будут приняты, в первую очередь, это к заказчикам, это органы местного самоуправления, которые проводили конкурсные процедуры по строительству данных детских садов и к подрядчикам, то есть это организации, которые их строили. Для химиков возникшая проблема сюрпризом не стала. Опасные испарения сейчас могут исходить из любых предметов. А выявить, что конкретно является источником, крайне сложно. Скорее всего, древесные материалы, новая мебель или даже игрушки, если они сделаны из некачественного сырья, в совокупности делают показатель концентрации формальдегида недопустимым. Трудно сказать, что не содержит формальдегид. В основном это, конечно же, это древесно-стружечные изделия, различные прессованные, ДВП, ДСП, фанера, МДФ. Может быть, это какое-то комплексное воздействие. Не только эти панели, но я сказала, что даже пластиковая посуда, линолеум, даже моющие средства могут содержать, строительная пена. Я не говорю, даже косметика содержит в настоящее время формальдегид. Ясно одно – находиться в таких помещениях нельзя ни детям, ни взрослым. Формальдегид провоцирует обострение хронических недугов, развитие заболеваний верхних дыхательных путей, вызывает аллергические реакции и снижает иммунитет. Так что неудивительно, что дети в новых учреждениях так часто болели. В поселке Керки Сосногорского района типовой садик продолжает работать, пока родительские опасения проверкой не подтвердились. Кстати, сейчас из сэндвич-панелей строят учреждение для дошколят в лесозаводе. По проекту оно должно было открыть свои двери уже в этом месяце. Однако спешить строители не будут. Проверка и установка дополнительной вентиляции теперь обязательные процедуры. Открытие запланировано на середину октября. Таисия Шляхтина, Вячеслав Беспалов, Олег Костромин о далеко не итогах громкого дела с неприятным душком.